Здрасте, 30 июня, месяц пролетел, лето, впереди еще июль, август. В планах, ребята, съездить на север, порыбачить. Ну а сегодня у меня небольшой презент с Москвы, хочу немножко поделиться с вами, показать. Я обычно все посылки, ребята, показываю. После двухнедельной жары, ребят, у нас страшные дела вообще, такие ураганы. На днях просто разорвало тут село у нас, бедолаги люди, у некоторых крыши потащило. Не знаю, что творится, какая-то аномалия. В Москве, смотрю, ливни, тоже много что там творится, затопило и многих. Ужас, ужас. Сегодня вон тоже идет дождь, завтра дождь. Короче, не знаю, погода такая вообще непонятная. Ладно, ребят, хочу распаковать посылочку с Москвы от Коловского Максима. Пришла недавно. Макс писал вроде как то, что я хотел отправить мне ее на день рождения, но немножко задержалась. И в оконцове, ребята, сегодня распакуем, посмотрим. На улице душно. Хорошо, в магазине, ребят, немножко у нас прохладненько, потому что магазин в подвале. Короче, тут более-менее нормально. Ладно, давайте распакуем, вместе посмотрим. Вот такая коробочка, ребята. В районе килограмма. Сейчас могу сказать точно. Вес 0,884. Такая коробочка. Сам не знаю, ребята, что там есть. Но сказал, тебе понравятся ништяки. Сейчас мы посмотрим, что за ништяки. Люблю, конечно, ребят, я подарки. Кто их не любит, да? Я думаю, каждый любит подарочки получать. Тем более эти подарки делаются от души. Вообще, я человека ни разу не видел. Чисто вот подписчик. И Андрюха говорит, хочу сделать подарок тебе от души. Ну, давайте, ребятки, посмотрим. Так, вот такой пакет. Вот такой черный пакет. Прошу прощения, ребят, за беспорядок на столе. Ну, это рабочая канитель. Опять ввели санкции на маски, Вторая волна, что ли, пошла или что, я не знаю. Многие спрашивают, как, ребята, как, Андрюха, у вас тут в деревне. У нас тоже, ребята, эта зараза есть. И до нас она дошла. Так что надо, ребята, ехать на речку, в лес. Там ее поменьше, наверное, будет. Опачки. Так, ребята, это, я так понимаю, чай. Смотрите, это у нас чай травяной. Чай травяной. Эльбрусский. Кавказ, ребята. Алсакал. Поцелуй горца. Мятный бриз и кавказское долголетие. Нифига себе. Вот это круто. Вот это вообще шикарно. У меня сейчас как раз в этом сезоне взял термос, ребят, помните, видели, да, с сеточкой. И можно заваривать вот травяные чаи. Тем более летом. Вот сейчас в жару вот такие травяные чаи прям на раз. Классно вообще. Спасибо, дружище, вообще классно. Я надеюсь, они вкусные. Ну, тут состав, ребята, есть. Вот, смотрите, я не буду как бы тут перечислять каждое. Ну, допустим, давайте вот один возьмем. Поцелуй горца. Вот состав: чабрец, душица, зверобой, мята, лист малина. Короче, цветы всякие разные, ребят. Ну, круто. Круто, круто. Спасибо, дружище, за такой подгончик вообще. Приятно, приятно. Первую же рыбалочку начну завариваться. И балдеть чайком, вечерком. На бережку. Классно. Так, пока в стороночку. Еще, ребят, пакет такой. Сейчас тоже развяжем. Посмотрим. Так, ребята. Ага. Тут у нас приправа. Тут у нас приправка. Вот такая, ребята, специи Кавказа. Смотрите. Такой патронтаж. Для шашлыка, для плова, для мяса, для рыбы, для курицы и еще что-то, ребят. Аджика. Аджика зеленая. Ну, это Ларисе Юрьевне, я думаю, в тему.
она у меня будет разбираться с этим делом. Но я вожу тоже, ребята, я вожу универсальные, потому что мне нравятся приправы, вот, особенно рыба, мясо. Быстро-быстро замариновал на рыбалочке, и все круто получается. Да, дружище, спасибо тебе за вкусный подгон. Это все пойдет в тему обязательно. Чаи, приправа 100%. И что-то еще, ребята, что-то еще. Ага, все, ребята, это острая штука. Это ножик. Кстати, знакомая рукоятка, ребята, у меня такой нож был. Вот с такой рукояткой 100% был. Да, все верно, ребята. Нож разделочный. Кизляр завод, все есть. Все есть описание. Все есть как документ небольшой. Но это прям вообще приятно. Ножи я очень люблю, как бы относительно многие знают, что я прям к ножам отношусь прям. Да, ребята, точно такой же ножик был у меня, я его потерял. И прям как будто вернулся ко мне. Блин, ну круто. Вообще отлично. Да, вот такой, ребят, ножичек, смотрите. Ничего не могу сказать. Все здесь написано, в принципе, какая сталь. Ну, давайте мы об этом не будем. Так, нож, чехол, паспорт. Вот такие ножны. Самые простые, но на липучках. Кстати, на липучках со временем, ребята, они потом начинают не цепляться. И вот я из-за этого и потерял, кстати, нож. Одно время носил прям в сапоге. Но сейчас вот пришел в забродники, как бы. А сапоги вообще не использую, чисто забродники. Так как иной раз утром встал, роса, натянул быстро и погнал. Ну вот это круто, спасибо. Спасибо огромное. Блин, за нож вообще прям, не знаю, очень приятно. Красота. Такие небольшие ништяки, ребята, но человек сделал от души, это прям круто. Спасибо. За чай прям вообще отдельный респект. Я понимаю, что ножи как бы вывозит всю эту тему, ну чай прям, потому что такого у нас здесь не продается в любом случае. И прям такой набор, Эльбрус, горные травы, блин, круто. Спасибо, Макс. Спасибо, дружище, огромное, очень приятно. Прям не знаю, прям красота. Вот такой подгончик с Москвы в деревню прилетел. Приятно, мелочи, ребята, приятно. Я как бы всех благодарю всегда, что вот, кто мне какие-то ништяки подгоняет, ну, потому что я все использую. Да, в прошлый раз когда много, я отдаю ребятам своим, как бы, я думаю, никто не будет против, то, что, как бы, если я делюсь, да, с кем-то, ну, со своими друзьями. Ну, очень приятно. Спасибо огромное, Макс, от души прям. Что могу сказать? Дай бог здоровья. Ну, тут без слов, ребята, просто на эмоциях все это. Человек от души сделал, я принял. И в любом случае буду этим пользоваться, и ну, это приятно. Все, братцы, скоро на рыбалку, скоро, скорее всего, будут поездки. В этой неделе запланирован у меня уже старт. Съездим на другой район, в другую речку. Ну, дальше будет видно. По возможности хочу покататься. Все, занимаюсь покупкой мотора. Короче, ребят, много планов, как у Наполеона. По поводу избы немножко расскажу позже. Все, братцы, берегите себя. Дрюня на связи. Всем мира, удачи, ну и здоровья. Пока.